Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, в студии Фатиме Сейдометова. О последних событиях прямо сейчас. Старый город с новым освещением. Симферополь в темное время суток станет светлее. Испытания Олимпиады. Около 70 человек проверили свои знания по крымско-татарскому языку. Историческая память в авторских работах студентов. В Симферополе прошла выставка, посвященная 75-летию Победы. Цветущие старожилы Никитского ботанического сада. К какому семейству относятся древнейшие растения? В Симферополе прошел вечер памяти крымчакской поэтессы Виктории Богинской. Самодельные взрывчатки, компоненты для их изготовления изъяли у несовершеннолетних кирчан. На востоке Крыма сотрудники ФСБ пресекли подготовку 2 терактов. Как рассказал один из задержанных, самодельные бомбы они собирались взорвать в одной из керченских школ. Взорвать я хотел. Взорвать? Да. Какую школу? Номер школы? 15-ю. 15-ю города? Керчи. Кроме этого, второй несовершеннолетний признался, что они заживо поджигали домашних животных. Котов убивали. Котов убивали. Да. И одного подожгли растворителем. Ага. Другого об стенку кинули. Угу. Третьего по голове дали. Против задержанных уже возбудили уголовные дела. Глава Крыма в соцсетях поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта и призвал усилить воспитательную работу среди молодежи. Основные базовые ценности, которые способны защитить умы и души молодых людей от деструктивных влияний, закладываются, конечно, в семье. Понимание абсолютной ценности человеческой жизни, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, уважение к окружающим людям – вот что должно лежать в основе воспитания. Берегите своих детей, их разум и сердце. Только вместе мы сможем сделать наш Крым безопаснее. Французские эксперты проведут археологические раскопки, относящиеся к периоду Крымской войны. Масштабный исторический проект стартует в июне этого года. Об этом стало известно на встрече Сергея Аксенова и президента Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьером Малиновским. Проект поддерживается Владимиром Путиным, Российской академией наук и Министерством культуры страны. Le projet sera dirigé par l'Académie nаук de Russie, bien sûr. Конечно, лидирует Российская академия наук. Le Kremlin supporte officiellement, M. Peskov il nous supporte. Кремль официально поддерживает проект через господина Пескова. On aura les médias français qui viennent sur place. Французские СМИ приезжают на место. Comme Le Figaro. Le Figaro, Le Point. Крымское правительство со своей стороны готово оказать максимальное содействие в координации работы. Любая информация, там, любые вопросы, связанные с административной поддержкой, республиканские власти все вам окажут. Какая нужна помощь, пожалуйста, Арина Вадимовна вам тоже по прошлому министерству поддержку окажет. Сотни миллиардов долларов в Крыму оценили ущерб, причиненный полуострову в украинский период. На заседании рабочей группы по проведению анализа убытка отметили, потери были понесены в экономике, сельском хозяйстве, туристической и социальной сферах. Точную сумму ущерба планируют назвать уже в этом году. В правительстве собираются составить претензионный иск к Украине. Его планируют рассмотреть на международном уровне. Нужно апеллировать к международным институциям и там доказывать свою правоту. Именно там доказывать, заставить их рассматривать историю Крыма. Объявлены имена финалистов 3-го сезона конкурса управленцев «Лидеры России-2020». От Южного федерального округа в финал попали 30 участников. 2 из них – крымчане. Какой проект готовится представить в суперфинале Самвел Саруханян, знает Севиля Меметова. Настойчивый, ответственный и требовательный. Такими качествами обладает финалист конкурса «Лидеры России-2020» Самвел Саруханян. Узнав об этом проекте, сразу решил проверить себя и свои возможности. В первую очередь это проверка компетенций собственных. И во вторую это налаживание связей, так называемый нетворкинг, когда мы можем посмотреть себя в кругу профессионалов. Конкурс проходил в 4 этапа: регистрация, дистанционный отбор, онлайн-тестирование. А после подтверждения в полуфинале полученных результатов. У нас там умудрилось порядка 140 человек слететь с этого конкурса, хотя 380 человек прошло. Исходно, соответственно, осталось 240. И финальный, вот тот полуфинал происходил уже в Ростове. 3 этапа работы в группах разных. Соответственно, ты работаешь с 30 разными специалистами
и должен показать свои менеджерские компетенции, управленческие и лидерские навыки. В суперфинале Самвел Сороханян представит проект по специальности образования, а именно организация онлайн-школы. Главная цель – создание необходимых условий для дистанционного обучения. Сейчас за рубежом очень много такой экспертизы появляется. Я думаю, что в России мы тоже можем внедрять ее. Во-первых, это позволит снизить издержки для многих детей. Я знаю, что там дети есть, которые по 1,5-2 часа до школ доезжают. Кто-то не может в связи с индивидуальными особенностями. Я думаю, что это в целом будет такой полезный проект для страны. С каждым сезоном количество участников растет, а их отношение к конкурсу становится более серьезным. Чтобы лучше показать свои качества и способности к нему, они готовятся на протяжении нескольких месяцев. Свою идею управленец планирует реализовать уже в этом году на базе еще одного проекта «Академия гостеприимства». Вот уже 7 лет он работает в отельном бизнесе. Сегодня Самвел занимает должность генерального менеджера в одном из самых крупных и лучших гостиничных комплексов Крыма. Идея проекта заключается в том, чтобы подготовить и выпустить кадры индустрии гостеприимства. Дать такую возможность, чтобы каждый человек, который получил хотя бы какое-то базовое образование, среднее или высшее образование, он мог получить набор компетенций, необходимый для того, чтобы хорошо работать барменом, официантом, а еще лучше супервайзером, да, менеджером среднего звена или менеджером высшего звена. Вот это то, на чем будет делать акцент Академия гостеприимства. Проект уже получил образовательную лицензию. Его запустят в мае на одной из набережных Ялты. Самвел убежден, проект станет объектом культурного достояния. Мне кажется, для любого управленца очень важно уметь мечтать. Чем выше ты мечтаешь, тем выше можешь карабкаться, да, тем больше ты хочешь добиваться. Потому что если мечта далеко от тебя, то ты предпринимаешь большие шаги для того, чтобы дойти до них. Вот это, наверное, базовый принцип моего движения. Сегодня «Лидеры России» – самый масштабный и амбициозный конкурс для управленцев нового поколения. В прошлом сезоне в нем участвовало более 220 тысяч руководителей со всей страны. Победителями стали 104 лидера из 30 регионов России. Заключительный этап пройдет в конце марта в городе Сочи. Финалисты получат грант $1 000 000 на повышение квалификации или образовательную программу в любом вузе России. Севиля Меметова, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. 30 вопросов и всего 45 минут на размышления. В преддверии Дня родного языка в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзия Кобова началась Большая Олимпиада. Этот значимый во всем мире праздник, введенный ЮНЕСКО, образовательное учреждение встречает тестированием и диктантом. Подробности знает Наджия Исаева. Сегодня в стенах Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзия Кобова песня «Яша мена халкам» звучит особенно символично. В день Большой Олимпиады, приуроченной ко Дню родного языка, каждое ее слово воспринимается как призыв. К международному празднику университет присоединяется уже 12-й год подряд. В этот раз здесь собрались участники со всего полуострова. Атмосфера праздника передается с самого порога вуза. Нарядные студенты, украшенные аудитории и национальные эмблемы у каждого гостя. Это 12-я Олимпиада, и для нас она чрезвычайно важна. Собирается весь состав университета. Раметли Февзиага не было случая, чтобы он пропустил эту Олимпиаду. Поэтому я глубоко признателен, во-первых, тем ребятам, которые принимают участие, родителям этих детей, которые воспитывают детей в таком национальном народном духе. Правильное написание, произношение и употребление слов – это лишь первая грамматическая часть тотального диктанта. Все, конечно, знать невозможно, говорит одна из участниц Олимпиады Эмилия Касаева и уверяет, это еще больше вызывает интерес к родному языку. Участвую уже второй раз, то есть и планирую дальше участвовать, потому что это очень важно, это поддерживает нашу культуру, нашего народа, развивает нашу молодежь. Считаю, что это очень важно, и поэтому сама принимаю в этом участие. Сейчас Эмилия учится на 2-м курсе психологии, но все же решила не упускать возможность проверить свои знания. В этот день испытания Олимпиады проходят студенты и других учебных заведений. Это около 70 человек.
Желающих написать олимпиаду по родному языку оказалось много. Сейчас почти в каждой аудитории проходит тестирование. Его участники пишут анонимно, под шифром. И лишь после проверки станет известно, чья это работа. Для участия в мероприятии обязательно прохождение регистрации. Самое главное, по словам организаторов, желание людей повышать уровень своей грамотности. Задания даются в зависимости от уровня знаний, но для каждой категории два этапа. Это письменная часть и устная. Письменная часть – это тестирование. Оно тоже для каждого участника разное. День родного языка был введен ЮНЕСКО 21 февраля 1999 года. Международный праздник направлен на защиту исчезающих языков. Количество участников с каждым годом увеличивается, поэтому 3 года назад мы решили добавить еще одну возрастную группу. Теперь не только студенты, но и школьники достойно показывают свои знания. Олимпиада проходит в 2 тура. Итоги первого будут известны уже завтра вечером. Участники, прошедшие дальше, встретятся через месяц. Каждый из них подготовит презентацию на заданную тему. Победители ждут грамоты и памятные подарки. Наджия Исаева, Эрвин Эмиралиев, телеканал Миллет. До конца года более 100 улиц в Симферополе оборудуют светильниками. Об этом сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» Николай Коновалов. Осветительные приборы уже установлены в районе старого города столицы. Деньги на обновление системы и ее содержание выделили из бюджета города и республики. Где-то порядка 1500 светильников мы поставили это с прошлого года и в этом году уже. Ну и там дальше мы продолжим на следующей неделе. То есть мы еще март весь будем ставить светильники. С начала 2020-го наружное освещение восстановили на 40 улицах Симферополя. Почти 1500 договоров заключили за 5 лет по программам интернатуры и ординатуры в Крыму. За это время работу получили около 300 врачей. Сегодня значимые вопросы развития здравоохранения затронули в стенах медакадемии имени Георгиевского. Студенты задали их министру здравоохранения Игорю Чемоданову. В этом году, по словам министра, ожидается прибытие 57 врачей, закончивших целевую ординатуру. Достаточно много и разработано социальных льгот, и доплат, и приобретение квартир для данных специалистов. Поэтому мы надеемся, что не только люди будут с материка приезжать, а мы должны поддерживать прежде всего наших ребят, которые заканчивают в том числе наш медицинский университет и придут к нам работать. Увеличить бюджетные места в вузах и сделать ординатуру целевой почти на 100% – одно из направлений, которое обозначил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В Крыму нужны не только врачи первичного звена здравоохранения, но и узкие специалисты. Это и педиатры, это и терапевты, и врачи скорой медицинской помощи. А получить эту специальность можно только пройдя ординатуру. В Крыму на одного хранителя Корана стало больше. Студент Азовского медресе исламских наук Яхья Ибрагимов теперь будет почитаться как хафиз – человек, знающий священную книгу мусульман наизусть. С талантливым чтецом познакомилась и наш корреспондент Султанеси Такаева. Подробности в сюжете. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Аллах один, Аллах един и нет ему равных. Именно эту суру из священной книги мусульман Яхья Ибрагимов произносит наизусть. Совсем недавно он стал хафизом, человеком, который заучил Коран, а вдохновил его родной брат. В детстве я много наблюдал, как мой родной брат старший изучал аяты из Корана. И я начал задумываться, что он делает, к чему он идет. И я, как младший брат, начал брать пример со старшего своего брата. Стремление и желание знать десятки тысяч хадисов не останавливают юношу. Он поступает на отделение хафиза в Азовской медресе. В 12 лет он уже свободно читал на арабском. После начал учить Коран. А в 16 лет получил звание хафиза и стал 10-м в Крыму хранителем Слова Всевышнего. А помогал ему в этом его наставник и преподаватель Сулейман Самединов. Мы учили Коран по турецкой системе, так называемой, то есть учили по джузам, не по сурам, а по джузам. А джузы – это части Корана, их всего 30.
Яхья выучил наизусть более 600 страниц текста на арабском языке. Достигнув своей цели, хафиз теперь каждый день повторяет суры и углубленно изучает их значение. Я когда учил, я не понимал, что там написано. И чтобы мне было легче учить, я брал книгу «Перевод Корана» и это читал. Но я понимаю, что в дальнейшем, чтобы мне понимать Коран, надо будет еще выучить арабский язык, чтобы его лучше понимать и легче читать. Несмотря на то, что юноша долгое время занимался только изучением Корана, сейчас он успешно изучает все общеобразовательные предметы. Человек большой воли с феноменальной памятью уже подает пример для своих сверстников. Пусть заученный им Коран поможет ему в жизни, пусть пользуется этой возможностью и обучает новых хафизов. Он дает нашему народу силу, пусть больше будет таких личностей у нас. Как отмечает директор медресе Эдем Люманов, заучить священное писание непросто, требуется большое терпение и усердие. Кроме этого, у хафиза ответственная миссия. Он защищает и сохраняет нашу религию. Соотечественников, живущих в Крыму, каждого родителя призываю к стремлению стать хафизом, а для этого поступать в Азовское медресе исламских наук, в наше отделение хафизов. Мечта Яхи – получить высшее духовное образование. Родители поддерживают начинание сына и планируют отправить его учиться в Казань, в Исламскую академию, где бы он мог в совершенстве познать арабский язык. Султания Истакаева, Максим Турчев, телеканал Миллет. Учитель, которого ждут. В Симферополе стартовал марафон для студентов педагогических специальностей КИПУ. Участвуют по 3 лучших студента с каждого направления. Это филологи, историки и другие. Всего 35 человек. Участие в конкурсе интересно и студентам, и нам, как организаторам, то есть школам города Симферополя, администрации города Симферополя. Мы надеемся, что лучшие студенты покажут лучшие знания, дадут лучшие уроки, то есть будут замечены нашими учителями, будут приглашены в наши школы. Сегодня учащиеся познакомились с методистами, а уже завтра посетят первые открытые уроки. А 11 марта уже сами выступят в роли учителя. У них просто, я вот смотрю и чувствую, вот как от них исходит радость. Вот ощущение, что они готовы работать, трудиться, учиться. То есть очень позитивные ребята. Более 15 домов многодетных семей Севастополя оснастили автономными дымовыми датчиками-извещателями. Инициаторами выступили сотрудники МЧС при содействии уполномоченного по правам ребенка Марины Песчанской. Работа в этом направлении планомерно ведется во всех регионах страны с 2018 года. Как работает система и насколько она необходима в частных домах, знают наши корреспонденты. Звуковой сигнал после задымления. Так работает система пожарной безопасности. Семье Кареловых из села Верхнесадовое датчик установили год назад. За это время они уже успели испытать и убедиться в его эффективности. Я решил пожарить яичницу, понял, что чем-то пахнет. Увидел, что забыл выключить газ. Оно начало дымить сильно и заработал датчик. Потом уже мама прибежала, и я сразу пошел, выключил газ. Потом мама выключила датчик. Эти, так сказать, умные приспособления оснащены специальными сим-картами. В случае ЧС на номер телефона владельцев дома приходит извещение. Здесь находится сим-карта в датчике. При срабатывании сначала сообщение приходит на мой номер, мой приоритетный установлен, а затем супругу на номер. Главное управление МЧС России по городу Севастополь проводит установку такого оборудования совместно с городскими организациями, а после навещают семьи для того, чтобы убедиться в эффективности работы дымовых извещателей. Желание такое, чтобы в течение года обойти каждую многодетную семью. Основная причина пожара, там, где связано с детьми, это детская шалость с огнем. В связи с этим надо прививать детям осторожное обращение с огнем. Если имеет место быть, что в семье кто-то курит, то ребенок уже видит, как пользоваться зажигалкой, спичками. И он экспериментатор, он будет это пробовать вдалеке от родителей или втайне от родителей. И в таких случаях надо убирать спички, зажигалки в такие места, где ребенок их просто не достанет. Подобная практика реализуется МЧС совместно с территориальными органами исполнительной власти в других субъектах Российской Федерации. Севастопольские сотрудники МЧС верят, что в их городе такая программа по установке автономных дымовых извещателей в местах проживания многодетных семей официально вступит в силу. София Шукурова, телеканал Миллет.
196 лет крупнейшая и старейшая коллекция суккулентных растений радует посетителей Никитского ботанического сада. Красоту уникальных представителей оценила и наш корреспондент из кактусовой оранжереи, сюжет Севили Меметовой. Ольга Гончарова работает в оранжерее кактусов Никитского ботанического сада почти 30 лет. Об особенностях этих растений знает практически все. То, что вы перед собой вот видите, это все лобивии, хинопсисы, мамилярии, гимнокалициумы, тефрокактусы, это вот бумажная колючка, крестатные формы, вот циреусов перед вами очень красивые, эспосто, каланхоя, посмотрите, какой прекрасные листья голубые. В общем-то, кактусов очень много, и каждый выберет себе по душе, потому что они разные по колючке, по форме, по краске. Первые кактусы появились в коллекции оранжереи в 1824 году. Здесь они стали высаживать наиболее зимостойкие кактусы опунции. Этот кактус называется «золотой шар». Его считают одним из символов Мексики. Также он один из самых крупных среди круглых кактусов. Сегодня ему 70 лет и весит он более 300 килограммов. Всего в мире 3000 кактусов. Здесь их 1500. Как отметили сотрудники, еще есть к чему стремиться. Мы каждый год пополняем через любителей, пополняем через научных сотрудников, которые бывают в командировках, нам привозят или семечко, или детку. Кактус – растение не капризное. При правильной посадке семечко может взойти всего за 3 дня. Главное условие по уходу за ним – не переливать. Поливать его нужно очень редко. Самое главное, что забыть лучше полить, чем перелить, потому что кактус со своими иголочками, он как на пылесос втягивает с воздуха влагу, и для него это достаточно. Поэтому в зимний период мы вообще, вот видите, здесь в теплице не поливаем. Ольга Чарабаева вместе со своим мужем приехали из Краснодара. В Крыму впервые. Первое, куда решили пойти – Никитский ботанический сад. Рассказывают, такой красоты они раньше не видели. Очень впечатлило. Я бы сказала, даже завораживает такое огромное разнообразие. И есть такие виды, которые, например, впервые вижу. А это подснежник складчатый. Растение зимнее. Цветет от 2 до 2,5 месяцев. Потом постепенно листья отмирают, и растения уходят в покой. Но это покой для нас невидимый. А на самом деле где-то весной уже начинаются внутри формироваться в дальнейшем зачатки, соответственно, листиков и цветков. Встречаются подснежники в лесах и по всему горному Крыму. Растение занесено в Красную книгу. Сегодня количество растений Никитского сада приближается к 30 тысячам разновидностей. В какой бы сезон года сюда ни приехали туристы, они всегда видят его цветущим. Сад привлекателен и своими ежегодными парадами и балами. Начинаются они с выставки тюльпанов с середины апреля и до начала мая. И завершается красочной палитрой хризантем. Оазис красоты и гармонии открыт круглый год. Севили Меметова, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. Поэзия на языке крымчаков. В библиотеке имени Франко прошел вечер памяти, посвященный творчеству Виктории Богинской. Сотни песен, пословиц, сказок и поговорок. Творчество крымчакской поэтессы, переводчика и педагога было многогранным. С литературным наследием Виктории Богинской познакомилась и Наджия Исаева. Припадай к роднику, то есть припадай к истокам нашего народа. Да? Больше родник – это исток. Да. Статьи, книги и фотографии Виктории Богинской. Увлекательные рассказы о жизни и творчестве писательницы. В Центральной библиотеке имени Франко проходит вечер памяти, посвященный творчеству крымчакской поэтессы. Писала о своем народе, переводила материалы на крымчакский язык и стихи, не только свои, но и других поэтов, других писателей. У нее около 12 работ, которые завоевали во всем мире призовые места, и первое, и второе место занимала, и очерки писала. Это действительно человек своего народа. На мероприятии собрались родные, друзья и поклонники творчества поэтессы. Для них прозвучали музыкальные композиции. Слова к одной из них написала сама Богинская. В
2003 году поэтесса издала за свой счет 100 экземпляров сборника «Народные песни и пословицы крымчаков». Книга была занесена в каталог библиотеки Конгресса США. Виктория Багинская оставила после себя богатое литературное наследие. Тематический диапазон ее творчества был крайне широк. На книжных полках крымских библиотек можно увидеть как детскую литературу, так и поучительные и трогательные рассказы крымчакской поэтессы. Она занималась сохранением фольклора крымчаков, собрала 100 народных песен, около 250 пословиц, притч, сказок и поговорок. Все ее работы на русский язык перевела сама. Это первое мероприятие, посвященное ее творчеству. Это очень знаково, так как Виктория Ильинична была и ветераном Великой Отечественной войны. Знаково еще это и потому, что творчество Багинской сохраняет сегодня для нынешнего молодого поколения, сохраняет уникальную культуру этого малочисленного народа. В будущем Крымское общество крымчаков планирует издать несколько сборников работ Виктории Багинской. Надежда Исаева, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет». Вспомнить тяжелые времена Великой Отечественной войны. В Симферопольском университете строительства и архитектуры прошла выставка авторских работ, посвященных 75-летию Великой Победы. Школьники и студенты вуза изобразили своих предков, которые боролись за мирное небо. Наш корреспондент Мухаммед Зикиряев расскажет подробнее. Для студентов и учащихся проходит выставка картин, посвященных Великой Победе. Рисунки, которые представлены на выставке, показывают подвиги предков, участвующих в Великой Отечественной войне. Экспозицию украсили и фотографии крымских партизан и подпольщиков. Мероприятие проходит в рамках всероссийской патриотической акции «Мы помним, мы достойны будем». И важно, что ребята это осмысляют и видят. Ведь, опять же, никому прочтение не навязывалось, это абсолютное творчество. Ну а проект «Историческая память» действительно помогает организовать эти мероприятия. Конечно же, помогает осветить как можно шире. Спасибо и вашим редакциям, что уделяете в этом плане внимание. Мы надеемся, что этих мероприятий будет, а это, я уверен, так и будет, от недели к неделе будет больше. Свой особый вклад в проведение выставки внесли школьники 18-й Симферопольской школы. Они ежегодно принимают участие в подобных патриотических акциях. Дети наши рисуют, дети творческие, дети изображают то, что чувствуют и хотят передать свои мысли. Как вы видите, основной задумкой каждого рисунка – это мирное небо над головой. То, что для наших детей сейчас наиболее важно – спокойное, стабильное, мирное небо. В рамках проекта «Историческая память» будет реализованы важные инициативы. В этом году всем ветеранам подарят мобильные телефоны. Связь для них будет бесплатной. Бесплатно участники боевых действий смогут ездить и в поездах на всей территории страны. Безусловно, «Единая Россия» ставит перед собой задачу совместно с Министерством цифрового развития в этом году создать единую карту захоронений воинских по всей стране. Это только часть инициатив, которые будут реализованы. И наиболее крупное мероприятие, которое пройдет в рамках проекта «Историческая память» в этом году, это диктант Победы. Впервые этот диктант прошел в прошлом году. Это было такое пробное мероприятие. Диктант охватил сотни тысяч людей по всей нашей стране, не только в рамках Российской Федерации. Площадки работали и в европейских странах, и в дальнем зарубежье. Выставка продлится до конца этой недели. Экспозицию может посетить каждый желающий. Мухаммед Зикиряев, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет». Это все новости на сегодня. В студии для вас работала Фатиме Сейдаметова. Всего доброго.